На ТНВ «Время новостей Татарстана», в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши главные темы сегодня. Международно и результативно. Заседание просто прорывное результат. Что прокуроры из стран СНГ предложили для борьбы с коррупцией, узнал Дмитрий Аринин. Тысячи туристов остались за бортом. Где наш самолет? Авиакомпания ВИМ Авиа прекратила продажу всех туров. С подробностями Александра Севастьянова. Лучше вы к нам. Туристы ходят, фоткают. Кто он? Современный турист, выбирающий Татарстан, выяснял Рамиль Шайдуллин. Обратная сторона свободы. Резко увеличилось количество сайтов экстремистских. Как уберечься в социальных сетях? Лина Зинатуллина. Со следующего года в России коррупционеров можно будет узнать в лицо. Чиновников, пойманных на мздоимстве, будут заносить в публичный реестр, своего рода базу данных. Об этом рассказали сегодня на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Провел его генпрокурор России Юрий Чайка. Каким странным выводом поделились гости из Беларуси, узнал Дмитрий Аринин. Я бы вообще назвал повестку дня сегодняшнего заседания просто прорывной. Такой результативной получилась встреча борцов с коррупцией из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана. Кворумы в таком формате проходит уже 4-й год. И всякий раз это знаменуется новым прокрустовым ложем прокурорских мер борьбы с коррупционерами. Мы не случайно предложили в качестве места его проведения в столицу Республики Татарстан, которая несколько лет назад отметила свое тысячелетие. Этот регион славится не только богатой историей, но и передовым взглядом в будущее. Говорили о том, что в будущем может помочь лучше пресекать коррупцию. Только в этом году из российского законодательства исключили 60 тысяч положений, которые играли на руку коррупционерам. Как почитали, ущерб составил 16 миллиардов рублей. Почти 400 чиновников, пойманных на мздоимстве, попрощались со своими должностями. Со следующего года таких лиц будут вносить в публичный реестр. Понятно, что это, по сути, волчий билет для дальнейшей жизни. Интересным наблюдением, откуда исходит коррупционная угроза и как можно ее пресечь, поделились специалисты из Беларуси. Вывод получился довольно странный, что более, наверное, 40, почти половина процентов заключенных сделок заранее заключены с мошенническими структурами или Беларуси, или России. И, разумеется, когда мошенники, чиновники это делают, это не может обойтись без превышения власти. Это коррупционная статья. Такие совместные антикоррупционные наблюдения и их практическое применение обещают практиковать и в будущем. Так как подсчитали, благодаря международному сотрудничеству, коррупция в странах-участницах сократилась на 15%. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. И сегодня Юрий Чайка встретился с Рустамом Миннихановым. Генпрокурор России поблагодарил за хорошую организацию международного заседания. Также обсудили дальнейшее взаимодействие руководства Татарстана и прокуратуры в укреплении правопорядка в республике. Юрий Чайка оставил памятную запись в книге почетных гостей. Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии министру транспорта Максиму Соколову. Все из-за прекращения работы авиакомпании ВИМ Авиа. Накануне Соколов заявил, что поддерживать перевозчика бессмысленно. Ранее компания сообщила о прекращении чартерных рейсов из-за сложного финансового положения. В аэропортах в режиме ожидания тысячи туристов. Обязанности по перевозке возьмут на себя другие авиакомпании. Как кризис отразился на татарстанских туристах, расскажет Александра Севастьянова. Где наш самолет? Крики и требования оправданы. Некоторые из этих туристов в аэропорту провели более суток. Ни еды, ни номеров в отеле, ни информации. Авиакомпания не предоставила. Из-за проблем ВИМ Авиа одни не могут вернуться домой, другие вылететь за границу. Если среди них жители Татарстана, пока неизвестно. В весенне-летнем сезоне авиакомпания выполнила 29 чартерных рейсов из аэропорта Казань. Это 2 направления в Турцию и однократный рейс Пекин-Казань. 20 августа был осуществлен последний рейс из Казани авиакомпании ВИМ Авиа Медина-Казань-Джидда. Это перевозка паломников в хадж. После указанной даты авиакомпания не направляла в аэропорт Казани заявок на выполнение каких-либо рейсов. Сейчас авиакомпания прекратила продажу всех туров. По информации Ассоциации туроператоров России, ВИМ Авиа задолжала несколько десятков миллионов долларов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с хищением денег пассажиров должностными лицами авиаперевозчиков. Но задолжали не только пассажирам, в числе пострадавших и сотрудники компании. В связи с выявленными на предприятии задержкой выплаты работникам заработной платы Татарской транспортной прокуратуры внесено представление руководства авиакомпании, а также возбуждено дела об административных правонарушениях
в отношении как самого юридического лица, так и его руководителя. Долг по заработной плате у компании больше 206 миллионов рублей. Сейчас ситуация находится на особом контроле транспортной прокуратуры. А татарстанских туристов на данный момент жалоб не поступило. Александр Севастьянов, Ренат Сафин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. В МВД Татарстана проверяет видео, где человек, представившийся начальником ГАИ Чистополя, выясняет отношения с водителем КАМАЗа. Подрезав водителя, он потребовал документы и начал угрожать арестом. По мнению КАМАЗиста, его остановили без надобности, без формы, без жетона, в нерабочее время на личном авто. Сейчас по факту проводится рабочая проверка, и мы даем диалог без комментариев. Я начальник ГАИ Чистополя. Понял? Нет, давай документы. Давай что документы? Сейчас тебе поставим, что закрою. Умник, нет. Что такое? Умник, что Вы ли? же меня сами обогнали. Умник, что ли, говорю? Конечно, обогнал. У меня регистратор, все документы, есть. давай сюда, говорю. Что ты мне? Представлю тебе. Обогнали и тормозите. Представлю тебе сейчас. Представлю. Вне зоны доступа в Казани практически нет мест с идеальной скоростью мобильного интернета. Столица прошла масштабную проверку качества сотовой связи. Результат – не вошли даже в десятку городов-лидеров. Глухие зоны Казани нашла и Алина Бережная. Есть некоторые места, которые не ловят. Не ловят везде. Связь тоже тупит. Только проблемы с интернетом. Но не везде. В Кировском районе, ближе к Мамадышу, все очень хорошо ловит, а в Казани нет. Так, жители Казани жалуются на сотовую связь и мобильный интернет. Проблема для города актуальна уже не первый год. Операторов много, однако еще остаются глухие места. Несмотря на достаточно сильную работу операторов, постоянные инвестиции в регион с точки зрения ввода в деятельность базовых станций, оптимизации сети, все-таки еще не может претендовать на какие-то, скажем так, высокие позиции, по крайней мере, в первые десятки. Более 120 километров и основные магистрали города. Казань прошла проверку на качество связи. Ее организовало информационно-аналитическое агентство. Перекресток Гаврилова и Чуйкова – это место, где вы всегда будете на связи. Здесь без помех работает интернет и сотовая связь всех мобильных операторов. А это уже перекресток Ибрагимова Восстания, ловушка для сотовых операторов. Здесь настолько низкий уровень сигнала сотовой сети, что его хватит лишь на вызов экстренных служб. И это не единственная проблемная зона Казани. В основном низкая скорость мобильного интернета и слабый сигнал связи на мостах и ближе к центру города. Причина – перегруженные вышки мобильной связи. Но решение есть – увеличить количество базовых станций. И тогда Казань по качеству связи составит конкуренцию Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам России. Алина Бережная, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. НЛО оказалась ракетой. Накануне пользователи соцсетей бурно обсуждали вот эти кадры. Кто-то посчитал, что это НЛО, кто-то природным явлением. Интрига разрешилась сегодня. Неопознанный летающий объект оказался баллистической ракетой «Тополь». Все стало понятно после того, как Министерство обороны России разместило видео запуска ракеты с полигона в Астраханской области. Реальные угрозы виртуального мира. На 60% чаще россиян в этом году стали вербовать в террористические организации. Русскоязычных страниц с пропагандой запрещенной в стране организации ИГИЛ Роскомнадзор заблокировал уже 23 тысячи. Сегодня об обратной стороне интернет-свободы говорили в Духовном управлении мусульман. Сегодня соцсети не только ежедневная привычка большинства, но и идеальная среда для распространения радикальных идей. За последние 2 года в одном только Твиттере заблокировали почти 1 миллион страниц с экстремистским содержанием. Круглый стол по проблеме сегодня собрали в Духовном управлении мусульман. Данная болезнь, от нее больше страдаем мы, именно мусульмане, потому что она используется для дискредитации нас перед обществом. Развивать мусульманскую научную мысль необходимо, но этого мало. Радикальные исламисты, неонацисты или язычники – средства у всех одни. В открытом доступе в соцсетях видео, где насилие выглядит как что-то обыденное. В интернете все беды выходят в тираж, и поэтому они перестают по своей сути быть бедными. Объяснять, что в интернете хорошо, а что плохо и в семье, и в школе, а лучше с детского сада. Малышам нужно знать, что соцсети – это прежде всего люди, а люди бывают разные. Чтобы столкнуться с экстремизмом в соцсетях, сегодня даже не нужно садиться за компьютер. Телефонные мессенджеры, благодаря своей анонимности, стали популярными у различных радикальных группировок. Сообщения на каналах таких сообществ идут непрерывным потоком. Этот поток пока полностью бесконтролен, да и блокировкой единой опасный контент не победить. В Республиканский Роскомнадзор ежедневно поступает по сотне двойников, уже заблокированных по решению суда сайтов. Угроза в Татарстане тоже существует. На время проведения Кубка Конфедерации резко увеличилось количество сайтов экстремистских.
О таких сайтах каждый может сообщить в Роскомнадзор. Все выводы круглого стола в ближайшее время объединит памятка. Ее будут публиковать официальные ресурсы республики. Леонид Анатольевна, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань. Борются с экстремизмом и журналисты с помощью слова. Лучших сегодня отметили в Татмедиа. Среди победителей и наша коллега, режиссер цикла телепрограмм «Каравай» Зульфия Садулина. В своем проекте она рассказывает об обрядах и традициях коренных народов Татарстана. Всего в этом году жюри конкурса оценивало более 1000 работ. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. В подарок автомобиль и сотни социальных проектов на благо республики. Ключи от нового автомобиля! 30 миллионов рублей в виде грантов. На что пойдут деньги, узнал Салават Мухаммадуллян. Память поколений. Страна должна знать своих героев. Ну, не только страна, молодежь в первую очередь. На съемках уникального фотопроекта побывала Лейсан Сабирова. «Лукойл» – стратегический партнер Татарстана, и сотрудничество продолжится. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов. В Казанском Кремле президент встретился с руководством нефтяной компании. «Лукойл» представлен в республике компанией «Ритек», которая в этом году отмечает 25-летие. «Ритек» добывает около 1 миллиона тонн нефти и занимает порядка 14% на рынке малых нефтяных компаний. Кроме того, «Лукойл» работает с Татнефтью. Как заявил Вагит Аликперов, компания хочет дальше инвестировать в Татарстане. Сегодня стороны подписали соглашение о сотрудничестве. «Лукойл» – крупнейший потребитель нашей продукции, республиканских предприятий. За 4 года в 5 раз мы нарастили объемы поставок нашей продукции нашим партнерам из «Лукойла». То есть в этом году мы ожидаем, что эта цифра достигнет 33 миллиардов рублей. Я надеюсь, что если все будет развиваться, и те наши социальные проекты, которые для людей, где компания «Лукойл» активно принимает участие, они тоже будут сохранены. Надеюсь, мы хотели бы здесь расширить наше присутствие в розничном бизнесе, потому что это сегодня очень хорошая создается конкурентная среда на территории Татарстана. 30 миллионов на 160 идей по улучшению жизни татарстанцев. «Ритек» в Татарстане поддерживает социально значимые проекты и гражданские инициативы. Сегодня в Казани получили награды победители конкурса. Из почти 700 заявок сертификаты получил каждый 4-й участник. Об идеях и сбывшихся мечтах лауреатов Салават Мухаммадуллян. Анатолий Алексеевич, ветеран Министерства внутренних дел. Кто-то, как говорила мама, улыбается, кто-то шепчется, а кто-то уже строит планы на подарок. У 15 членов семей Шахудиновых, Голдаревых из Лаишевского района сегодня праздник. Во дворе новенький автомобиль. Ключи от нового автомобиля! Заветные ключи многодетная семья получила из рук Ментимира Шаймиева и президента компании «Лукойл» Вагита Аликперова. В ответ Шахудиновы и Голдаревы подарили им фигуры из пластилина. Вот таким надо нам стать. Вот отсюда и духовность, процесс его обретения, его возрождения, то, что мы с вами делаем. Но это лишь один из более чем сотни грантов конкурса социальных и культурных проектов. Среди победителей есть и целые районы и города. Так, в Нурлате на месте детской площадки появится современный спортивный уголок. Это до дошкольного возраста, до 5 класса. Я видел там в виде медвежонка спортивные снаряды, вот в виде там слоненка. Вот хотел так привлечь. А как же получится, вот посмотрим. Это уже 8-й в истории конкурс. В Татарстане есть и его старожилы. Мария Есипова выигрывает 4-й грант. Благодаря ей в родном Чистополе обустроят берег реки Прость. Мы поставим скамейки, грибочки, спуск, там вот такой спуск сделать, обустроить этот спуск. 300 тысяч – это, конечно, не очень большие деньги для таких больших планов. Но я думаю, это только начало. Общий призовой фонд конкурса только в Татарстане 30 миллионов рублей. По всей стране наша республика признана самой активной участницей. Те, кто не прошел, я уверен, что в следующем году вы пройдете, потому что, коль вы решились подать заявку на участие, значит, у вас есть желание, у вас есть идеи, которые вы хотите продвинуть в обществе. На сцене награды сегодня вручили только 9 абсолютно победителям. Всего их больше 150. Все авторы проектов сейчас в зале. И по правилам конкурса плод их работы с помощью грантов должен быть реализован исключительно в Татарстане и на благо татарстанцев. Салават Мухаммадуллян, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.
К большой семье Шайхутдиновых-Голдаревых мы еще вернемся, а пока к другим новостям. Пример поколений. Ментимир Шаймиев вместе с гендиректором нефтегазовой компании «Лукойл» Вагитом Аликперовым встретились сегодня с будущими энергетиками и нефтедобытчиками. Студенты КФУ заинтересовались правилами игры в крупном бизнесе. Вагит Аликперов посоветовал заострить свое внимание на практике и отметил, что секрет успеха кроется в труде и любви к своей работе. Герои России, каким их не видел никто. В стране стартовали съемки федерального фотопроекта. Его организовал Фонд памяти поколений. Напомним, первая выставка была презентована зимой. В Казани до самой весны в Парке Победы любой желающий мог увидеть фотографии ветеранов боевых действий. Кто из героев стал лицом проекта, узнала Лейсан Сабирова. Чувствую свободу, это, мне кажется, невозможно ни рассказать, ни описать, ни пересказать. А можно и нужно показать. Настоящий герой Газинур Хайрулин. Летчик самолета Ил-76, того самого, захваченного в 1995 году неподалеку от Кандагара представителями движения «Талибан». Год в плену и героический побег. Возвращение на родину и звание Героя России. Для него эти события не самые приятные воспоминания. Для страны история. Для молодого поколения пример. Это потом уже начинаешь осознавать там какие-то риски для себя, там, для своего экипажа, для друзей. Показать героев такими, какими их еще не видел никто. С такой целью в стране стартовал проект Фонда памяти поколений. Известные фотографы взяли на объектив героев из 12 городов страны. Съемки проходят в Москве, а к татарстанским героям они приехали сами. Мы решили специально всей командой прилететь и снять их в их городе, в столице Татарстана. Всего лишь нужно маленький кусочек времени, потому что люди, за плечами которых такая жизнь, которая уже отображается на лице. Проект этот, наверное, один из самых важных. Участником первого проекта из Татарстана стал Алексей Кораблев, герой России. В этом году фотоисторию украсят герой Советского Союза Борис Кузнецов, герои России Газинур Хайрулин и Александр Супанинский, ветеран Великой Отечественной войны Павел Плетнев. Готовые материалы можно будет увидеть уже скоро. 15 ноября состоится презентация фотопроекта. Баннеры установят, скорее всего, в Парке Победы или в Горькинско-Аметьевском лесу. Лейсан Сабирова, Андерсон Тальцев, ТНВ Казань. 2:1. За год республику посетило около 3 миллионов человек, а значит, на каждого казанца по 2 иностранца. Но каждый ли замечал туристов вокруг нас? Какие признаки и черты выдают в людях путешественников? Во Всемирный день туризма мы задались этим вопросом сами. 5 отличий нашел Рамиль Шайдулин. С недавних пор звезду по имени Солнце уличный музыкант Алмаз Ягудин поет на татарском. Чего-то понятного каждому хотят иностранные туристы. Их цепляют простые аккорды. Из Германии группа людей остановились, они, оказывается, Виктор Цой хорошо это слушали. Алмаз предложил альтернативу, песню на татарском, и не прогадал. На туристической Баумана знают, туристы любят все новое – язык, историю, здания. Они тут ходят, фоткают. Казань отличается от других городов. Ее называют третьей столицей России. Кул-Шариф сравнивают с Тадж-Махалом, а башню Сюембике с Пизанской. За год туристический Татарстан посетило около 3 миллионов человек со всего мира. На каждого казанца по 2 иностранца. Германия, Китай, Великобритания. В этом году у нас было определенное количество туристов из Чили и из Мексики в связи с Кубком Конфедерации. Порой их зовут горячими чилийскими перцами, но в Казани они не налегали на острое. Болельщики из Южной Америки ели то, что продают в казанском общепите. К чему порой, признаются кулинары, туристов нужно готовить. Первым делом хватается за вилку-нож. Но мы говорим, будьте проще. Эшпишмах руками. Чак-чак руками. А еще главное отличие туриста от нетуриста – это повсеместные средства связи. Экшн-камеры или смартфоны. Ими снимают и тут же делятся впечатлениями со всем миром. Казань меняется и Республика Татарстан буквально на глазах. Заедлый путешественник Геннадий Шаталов, что ежегодно приезжает в Казань, вот уже с десяток лет размышляет над секретом туристического успеха Татарстана. Говорит, подкупает татарский стритфуд, известность в мире и удобство уже с трапа самолета. Ты попадаешь сразу же на стойку туристско-информационного центра Казани. Именно с него начинается путь туриста по Татарстану. С мест, куда сходить, на что посмотреть и где отдохнуть. За год удобства оценили около 3 миллионов туристов. Через год их ждут на сотни тысяч больше. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
И возвращаясь к семье Шайхутдиновых-Голдаревых, которые сегодня получили новый автомобиль. В рамках проекта «В объективе ТНВ. Большая семья» мы решили познакомиться с ними поближе. Ведь кто, как не они, образец счастливых многодетных родителей. У них 5 своих и 8 приемных детей. Их планы на подарок и секреты семейного счастья узнала Лина Зинатуллина. К новым приключениям спешим, друзья, прибавка ходу машинист. К новым приключениям сегодня готова вся семья. Папа, мама и 13 детей. Гуля Райхун среди них лишь с мая. Особенная малышка из детского дома в Верхних Отарах только начала привыкать к родительской любви. На своих и приемных детей здесь не делят. Все родные. Красивый ребенок, больной, не больной. У нас как Бог даст, такие берем детей. То есть от души. Широкой душе большие просторы. Из казанской квартиры семья недавно перебралась в Лаишевский район, где вместе достраивают дом. Убираться дома и на улице — это не стыдно. Мы, вся семья, работаем все вместе. А вот школу детям выбрали все же казанскую. Гуле нужно коррекционное обучение. Ездят туда и обратно каждый день. Благо теперь поможет новая 7-местная машина. Для семьи в 15 человек подарок просто бесценный. Только в магазин сходить, сколько всего купить надо. Ну как все не утащишь. Спасибо большое за такой шикарный подарок. Подарок на колесах — лишь маленькое дополнение к их главному подарку судьбы. Шайхутдиновы-Голдаревы точно знают — счастье в большинстве. Лина Зинатуллина, Амир Залюшев, ТНВ, Лаишевский район, Казань. О спорте и о погоде в завершении выпуска. Я прощаюсь с вами до следующего. Он выйдет 21:30. Всего доброго. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Завершили выездную серию на мажорной ноте. Хоккеисты казанского «Акбарса» взяли реванш за прошлогодний финал конференции. Связующее звено магнитки «Акбарса» Данис Зарипов по известным причинам сейчас не может помочь ни тем, ни другим. Отсюда и не совсем удачный старт «Металлурга» в юбилейном сезоне. Пока прошлогодний финалист Кубка Гагарина только ищет свою игру. Настоящей кульминацией поединка стал удар Степана Захарчука. На 31-й минуте защитник жестким силовым приемом встретил в центре площадки Александра Будкина и оставил «Акбарс» в меньшинстве. Будкин смог покинуть площадку лишь с помощью своих партнеров. «Акбарс» выиграл минимально 2-1. Непростая выездная серия завершена. Теперь 2 октября «Акбарс» дома ждет Сибирь. Прямую трансляцию не пропустите на нашем телеканале. Тем временем состоялись первые матчи финальных серий чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд. Борьбу за бронзовые медали ведут Азовская «Тана» и «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга. Главное противостояние этого сезона, как, впрочем, и последнего десятилетия, между динамовскими хоккеистами Подмосковья и Казани. В первом матче домашние стены не помогли хозяевам. Гости из Татарстана одержали победу со счетом 3-1. Вторая игра «Динамо-Казань», «Динамо-Электросталь» за титул чемпионов состоится 30 сентября в Казани на поле Центра хоккея на траве. И здесь же 1 ноября пройдет 3-й матч, если он понадобится, для определения победителя финальной серии. И в завершении к новостям триатлона. Спортсменка из Набережных Челнов стала призером международных соревнований, прошедших в Сочи. Екатерина Чернышова стала второй в своей возрастной категории, преодолев дистанцию за 12 часов 16 минут и 14 секунд. При этом она получила специальный приз от партнеров соревнований за самый стабильный бег на марафоне. Еще один челнинец Руслан Ишмухаметов занял 88-е место. Всего финишировали 303 участника триатлона. Две дистанции собрали около 1200 атлетов из 15 стран, в том числе Германии, Франции, Бельгии, США, Кипра, Австралии и Сингапура. Вместе со всеми стартовали и параатлеты. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды, и в начале выпуска интересная информация. С 1 сентября 2017 года санаторий Ассы, Республика Башкортостан, объявляет акцию «Заслуженный отдых». Скидки пенсионерам 5% при наличии пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 8 906 100 ровно 30 50. С 1 сентября санаторий Ассы снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50.
О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, но без осадков. Ночные температуры минусовые, около 1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 6. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет малооблачно, ночью плюс 2, днем до 7 градусов тепла. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске облачная погода с прояснениями. Ночью плюс 1, днем до 6 градусов выше нуля. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Балтаси переменная облачность, осадки маловероятны. Ночные температуры около 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 7. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном ночью ясно, около нуля. Днем переменная облачность и 8 градусов тепла. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет малооблачно и без осадков. Ночью плюс 1, днем 7 градусов тепла. В последующие дни станет еще прохладнее. Ночные температуры будут минусовыми. Ожидаются дожди, местами возможен снег. И еще одна полезная информация. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца сентября при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. Хотите улучшить жилищные условия? Воспользуйтесь материнским капиталом. КПК «Семейная копилка» оказывает услуги в реализации материнского капитала на приобретение и строительство жилья. Подробности по телефонам: Казань 843 239 18 36, Набережные Челны 85 52 78 02 47. Кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Ждем вас по адресу: город Казань, улица Чистопольская, дом 55. О погоде в столице. Завтра в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в ночное время плюс 2, плюс 4, днем 7-9 градусов выше нуля. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление по-прежнему выше нормы и завтра составит 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.